Цели и задачи круглого стола, посвященного противодействию терроризму, повышению информационной культуры и расширению кругозора, в первую очередь, педагогов школ. Кроме того, организаторы мероприятия считают, что в борьбе с проявлением экстремизма необходимо усилить взаимодействие между районными управлениями образования, общественными организациями и другими заинтересованными органами власти. Главным вопросом, обсуждаемым на круглом столе, стало противодействие распространения идеологии экстремизма и терроризма в подростковой среде. Представитель СГБ Абхазии Саид Беби отметил, что тема круглого стола выбрана не случайно, и подчеркнул, что СГБ республики внимательно относится к проблеме экстремизма и терроризма. Было отмечено, что ситуация, связанная с терроризмом, вообще с вот этой вот проблематикой в Абхазии, она на таком достаточно контролируемом уровне, именно благодаря тому, что какие-то определенные успехи были достигнуты, ведется действительно серьезная работа в этом направлении. Что касается нашего ведомства, мы довольно тесно взаимодействуем с Министерством просвещения именно касательно тех моментов, которые связаны с возможностью влиять в положительную сторону по ситуации с воспитанием подрастающего поколения. То есть и в смысле того, что будут какие-то с нашей стороны предложения или же какие-то предложения со стороны участников сегодняшнего круглого стола, я думаю, что мы сможем положительно настроить работу, чтобы был результат. Участники обсуждения отметили, что современные формы вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность требуют пристального внимания и консолидированной работы органов власти, общественных организаций и образовательных учреждений. Дети являются полигоном, образно говоря, полигоном, на котором отрабатываются современные политические, социальные, психологические, психические, медиатехнологии, адаптированные к условиям нашего общества, сегодняшнего нашего дня. Основная цель, конечно же, этих действий – это дестабилизация общества, работа государственных правоохранительных органов, плюс деятельность носит длящийся характер, постоянно прогрессирует и меняется в зависимости от того, как правоохранительная система с этим борется. Вы привели пример «Синего кита», таких проектов, направленных на противоправное вовлечение в деструктивное поведение детей, множество. «Уйди из дома», «Беги или умри», АУЕ, которая в 2021 году в России признана экстремистской организацией, и прочие другие, которые ставят своей целью причинение смерти либо ребенку, либо чтобы он причинил смерть кому-то. Механизм борьбы для раскрытия, выявления этой сети, они непростые, они сложно документируемые, сложно доказываемые, но положительный опыт у МВД России есть. Переговоры состоялись, и мы не слышим таких кричащих, вопиющих фактов в последнее время. Со своей стороны готов сказать, что если какая-то помощь нужна на территории России или со стороны МВД России, не сомневаюсь, что эта помощь будет оказана. Лучшая работа – это сработать на упреждение. И мне кажется, вот это круглый стол, вот это мероприятие, которое вы организовали, оно очень правильное, актуальное. Все это еще усугубляется действительно информационными технологиями, доступом к интернету, где ты можешь как найти массу полезного, так и не совсем полезного. И, простите, если я такое сравнение проведу, как с выявлением болезни. Чем раньше мы ее выявим, тем проще будет человека вернуть в нормальное русло. И мне кажется, именно в этом задача еще нашего круглого стола. А в остальном я абсолютно согласен со всеми выступающими. Чем лучше будет взаимодействие между родителями, преподавателями, психологами, администрациями, в каких-то крайних случаях, когда мы видим, что человек уже перешел грань, конечно же, и правоохранительными органами. Но только профилактика – это, на мой взгляд, все-таки главная задача. Было такое, знаете, в воспитательной работе была такой заголовок, скажем, родительский всеобуч. Возобновить в плане экстремизма, терроризма и так далее такие родительские всеобучи. По словам Максима Васькова, доктора социологических наук и научного руководителя Центра международных исследований и прогнозирования «Мир Кавказа», экстремизм – явление опасное не только для отдельной личности, но и для всего общества. В итоге экстремистской деятельности, если она появляется, развивается, безусловно, проигрывают все стороны. Если в диалоге, может быть, выиграл стратегия на основе компромисса, экстремистская деятельность это абсолютно исключает. Стратегически для любого общества это гигантская опасность.
Разрушается политическая культура, разрушаются все связи между людьми, появляется враждебность, граждан для одной страны. Результатом работы круглого стола стало по-настоящему экспертное обсуждение обозначенной проблемы. Были высказаны различные предложения, были высказаны различные мнения относительно этой ситуации, но могу однозначно ответить о том, что мы понимаем, что мы двигаемся в правильном направлении с точки зрения того, что необходимо проводить все-таки профилактическую работу среди подростков, среди молодежи. И вот благодаря в том числе тому, что мы пригласили эксперта, политолога, мы надеемся, что мы все-таки разработаем методические рекомендации, которые потом, естественно, согласуем и с общественностью, согласуем с педагогическим сообществом, и они принесут пользу. С организаторами круглого стола вместе с представительством Россотрудничества в Абхазии выступили Московский культурно-деловой центр Дом Москвы в Сухуме и общественная организация «Мир Кавказа». Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.